Легендарные мотоциклы СССР. В этом видео мы поговорим о легендарных мотоциклах, которые выпускались в СССР. Итак, поехали! Советские мотоциклы мог починить даже самый криворукий владелец. За это мы, советские люди, и любили эти мотоциклы. Мы любим их и сейчас. Неубиваемые советские мотоциклы спустя десятки лет безжалостно эксплуатируются на селе и трепетно восстанавливаются в городских гаражах. Некоторые модели легендарных советских мотоциклов успешно переживут еще не одно поколение владельцев. Самым первым серийным советским мотоциклом стал Л-300 «Красный Октябрь». В начале 30-х годов ленинградские конструкторы подготовили его чертежи, вдохновляясь самым надежным байком того времени – немецким ДКВ Lexus 300. А уже осенью того же года была готова первая партия Л-300. Этот мотоцикл выпускался до 1938 года, а потом на его основе создали не менее легендарный ИЖ-8. Этот потомок Л-300 даже попал на серебряные монеты Новой Зеландии. К слову, имя ИЖ-7 носили все те же Л-300, которые параллельно с ленинградским предприятием «Красный Октябрь» выпускали в Ижевске. Самый боевой М-72. Этот мотоцикл не был первым армейским мотоциклом в СССР, а в 1934 году началась сборка первой советской тяжелой модели ПМЗ А-750, а в 1939 году дублера британского БСА и, как считается, лучшего довоенного мотоцикла в Союзе ТИЗ АМ-600. Однако именно М-72, конструкцию которых подсмотрели у немецкого BMW Р-71, именно ими оснащался вермахт. Выйдя в трагичном 1941 году, выпускали всю войну. Данные мотоциклы серьезно послужили народу в гражданских целях. Последние экземпляры сошли с конвейера аж в 1960-м. С первых послевоенных лет и долго после того М-72 стал основным милицейским транспортом. А с 1954 года эти мотоциклы уже могли купить и простые советские граждане. А также потомков М-72 в начале нулевых заказала республиканская гвардия Саддама Хусейна. Но гвардия Саддама Хусейна не успела ими воспользоваться, и боевые мотоциклы пошли в народ. По желанию заказчиков иракские автомастерские ставят на Уралы дополнительную активную и пассивную защиту, броню и пулемет. Выбор милиции – Урал М-62. В 70-х годах советскую милицию стали массово пересаживать на патрульные автомобили, а до этого их основным транспортом были мотоциклы с коляской. Первые послевоенные десятилетия милиционеры ездили на армейских моделях, а с середины 60-х получили в свое распоряжение не менее надежные, но еще более подходящие для милицейской работы – шестидесятки. А также Урал М-62 прославился ролью в великолепном фильме «Берегись автомобиля». ИЖ-49 – универсальная модель. Наверное, это лучший мотоцикл для нашей страны, надежный, живучий, приспособленный к любым условиям и очень звучный. ИЖ Планета Спорт – первый серийный спортсмен. Если все предыдущие советские мотоциклы были лишь слегка модернизированными довоенными моделями, то ИЖ Планета Спорт создавался явно с оглядкой на современные ему японские байки. В облике мотоцикла ИЖ можно найти отсылки к творениям Сузуки, Ямаха и Кавасаки. И даже сегодня, спустя почти 4 десятка лет с начала выпуска, спортивная классика ИЖ Планета Спорт не выглядит архаично. Это самый быстрый и самый технологичный из всех советских собратьев. Он достойно смотрелся и на фоне зарубежных моделей. Ява 360. К 70-м годам на Явах ездил каждый третий советский мотоциклист. И неудивительно, что чехословацкие мотоциклы очень часто попадали в кадр. Главная роль в советском кино досталась Яве 360. Именно на этой модели Геша Казадоев везет на рыбалку на Белую скалу Семена Семеновича Горбункова. Ява 350-638 – главный мотоцикл ревущих 90-х. Последняя из Яв, продававшихся в СССР, Ява 350-638, также стала народным мотоциклом. Ява успела выйти перед самой перестройкой в 1984 году. Эта модель часто появлялась в суровых фильмах конца 80-х, начала 90-х. Так, Яву 350-638 можно увидеть в драме «Авария. Дочь мента» и боевике «Крысы» или «Ночная мафия». Этому мотоциклу даже посвящена песня «Ява», популярная в те годы группы «Сектор газа». Днепр-11 – самый подходящий для тюнинга.
Когда движение байкеров в СССР только зарождалось, суровые парни в проклепанной коже среди прочих мотоциклов особо уважали Днепр-11. Тюнингованных доработанных тяжеловесов можно и сегодня встретить на различных мотошоу и на дорогах. В этих мотоциклах основу для доработки найти достаточно легко. Минск М1А в народе называли «макакой». Самым народным мотоциклом в Беларуси и по сей день остается Минск. Эти мотоциклы до сих пор бегают по дорогам всего бывшего Союза и не только, но больше всего их, конечно, на родине. Первым белорусским байком стал Минск М1А, имевший множество родственников не только в СССР, но и за рубежом. Предок мотоцикла был разработан в 1939 году немцами. ДКВ РТ-125 оказался настолько удачным, что под разными именами аналоги этого мотоцикла выпускались в 7 странах мира, включая США, Англию и Японию. Мотоцикл Минск — это как автомат АК-47, надежный, простой, легкий в ремонте. Мотоцикл Макака был специально изготовлен для тех стран, где нет дорог. Прокомментируйте под видео, а какой мотоцикл был у вас в СССР. А на этом все, подписывайтесь на канал, если видео понравилось, ставьте лайк, до встречи.